Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, у абсалютна найжывейшым, і настолькі жывым, што вось Юлія Нехай, якая спазнілася літаральна на 10 секунд, толькі што з'явілася ў нашай студыі. Гэта стартапніца, праграма пра смелых беларускіх бізнэсоўцаў і дзёрзкіх прадпрымальнікаў, якія інвестуюць у іх свае грошы. Сёння ў нас чарговы стартап, які набліжае Беларусь да не то, што да светлай будучыні, але да рэальнасці, у якой ужо жывуць краіны першага свету. Гэта стартап Дронакс, і у нас у гасцях яго фаундер Уладзімір Давыдаў. Прывітанне, Уладзімір. Прывітанне Еўрарадыё. І Привет, Юля. Прывітанне, Юля. Дронакс стаў адным з, я не пабаюся, адным з галоўных такіх ньюсмейкераў тэхнічных навінаў на гэтым тыдні. Кампанія абвясціла пра сумесны праект з аператарам дастаўкі ежы Menu.by, і гэта, да, вы ўсё правільна падумалі, дастаўка ежы дронамі, можна піць гарбату, все нормально. Вось дастаўка ежы дронамі па Мінску. Уладзімір, я так разумею, што ўсё ж такі дроны могуць нашмат больш, чым проста дастаўка ежы. Чаму вы вось такое першы, я не ведаю, вялікі публічны праект робіцца менавіта ў гэтым рэчышчы з Menu.by? Мы много очень направлений изначально рассматривали для доставки. Вообще, когда эта идея мне первый раз пришла, в 7-м или 8-м году у нас была туристическая компания, у нее была своя служба доставки. И с курьерами, тайскими курьерами, которых мы нанимали, было множество проблем. И тогда у меня появился один из первых дронов, который вот уже похож, имеет облик современных. И возникла такая идея, сначала как такая полушуточная, а потом я как-то сел и просто написал бизнес-план и понял, что это можно сделать. И мы разрабатывали систему доставки. И первая мысль была товар из интернет-магазинов. Но когда уже углубились в эту тему, поняли, что с точки зрения фактора оперативности, еда, наверное, и с точки зрения размера рынка, кстати, еда один из таких продуктов, для которых дроны действительно могут привнести дополнительную добавочную стоимость. Ну как с точки зрения беларускага рынка і востребованасці? Прабачце, можна я толькі перад гэтым пытаннем папраўлю? Гэта было ў 7-м ці ў 17-м годзе? 7-м. 12 гадоў вы займаецеся так ці інакш больш-менш гэтым праектам. Это так будет неправильно сказать. Так. От момента, то есть где-то в 7-8 году был первый бизнес-план, такой наметок. А в 2013 году я вернулся к этому проекту, и мы подали первые патентные заявки. Непосредственно плотная работа над технологией, она началась где-то с весны 2014 года. Первые встречи с инвесторами, первая обратная связь от рынка и первые работы и инвестиции собственного времени и денег в разработку технологий. Тым не менш, гэта 5 гадоў. Але не 12, в прынцыпе, да, 12 гадоў. Годом больше, годом меньше. Гэта ўжо б нагадвала справу ўсяго жыцця, калі шчыра, да, калі 12 гадоў працаваць у адной ідэі, але 5 гадоў гэта таксама шмат. Юля, прабач, што перабіў. Ничего страшного. Твое пытание. Да, я хотела уточнить вот по поводу перспектив на белорусском рынке этой идеи. То есть с Таиландом, мне кажется, более или менее понятно, а вот Беларусь? На самом деле, вот сейчас мне понятнее с Беларусью, чем с Таиландом. Но вообще, как и любой стартап, как и мой предыдущий проект, все, что я стараюсь делать, и я, и моя команда, мы изначально разрабатываем для мирового рынка. И точно так же и технология доставки. Первый пилотный проект мы пытались сделать в 2015 году еще в Ирландии. Вот тогда организационные моменты, в частности, законодатели нас немножко подвели. После этого мы предприняли несколько итераций. Мы и сейчас общаемся с несколькими десятками стран, и с законодателями, и с партнерами, и даже пытаемся участвовать в создании нового законодательства с разным успехом в разных странах. Вот так получилось, так звезды сошлись, что наиболее известная наша попытка состоялась именно в Беларуси, на нашей родине. И как вот ты оцениваешь все-таки перспективы доставки грузов дронами в Беларуси? В Беларуси, я вообще в первую очередь оцениваю перспективы доставки грузов глобально. Что касается Беларуси, рынок замечательный. Я вам скажу, что из всех рынков, на которых работает наш партнер, Беларусь является одним из самых привлекательных с точки зрения доставки еды. Да-да-да, как ни странно. Чек у нас от европейского среднего отличается не сильно. Стоимость доставки примерно тоже, точно так же. И все те же самые вызовы, которые присутствуют в развитых странах, они присутствуют и в Беларуси. Например, неохваченный пригород, в который курьерам ездить невыгодно. Себестоимость доставки, я не вправе разглашать цифры,
И, безусловно, с учетом более низкой средней зарплаты, чем в Евросоюзе, наши курьеры обходятся нашим компаниям чуть меньше, но, тем не менее, операционно дроны выгоднее даже, чем курьеры, даже если мы говорим о привычных доставках в пределах города. Если же мы говорим о доставках в пригород, то есть о сегменте, который рядовым курьерам, по сути, недоступен сейчас, то преимущества становятся еще более интересными. Ну, все-таки можешь сказать вот, каких-то процентах, либо каких-то цифрах, насколько вот вы помогли минимизировать? Опять же, я не могу ответить на этот вопрос, не разгласив коммерческую информацию нашего партнера, а это я никогда не сделаю, даже под пытками. Но я могу вам сказать так, что расчетные цифры делают доставку дронами. Даже если мы забудем про всю привлекательность этого совместного проекта с точки зрения пиара, а она огромная, вы об этом упомянули. Так, имидж. Да, безусловно, да. Но даже если мы забудем про все эти моменты и оставим только операционную составляющую, то есть себестоимость доставки, даже в Беларуси дрон является перспективным решением. Пока что мы не можем об этом с большой уверенностью говорить, потому что для того, чтобы говорить об этом уверенно, нужно сделать хотя бы 1000 доставок. Менюбай делает их сотни тысяч. Поэтому их конкретные цифры по их курьерам они знают наверняка. Касательно дронов у нас есть предположение. И первые доставки, которые мы сейчас сделали, это предположение подтверждает. Для того, чтобы об этом говорить уверенно, повторюсь, нужно сделать хотя бы 1000, а лучше 10. Ад чаго залежыць кошт дастаўкі дронам? Вось вы сказалі, што ў Еўропе і ў Беларусі ён амаль аднолькавы, но гэта зразумела, таму што паветра, ў прынцыпе, ў Еўропе і ў Беларусі амаль аднолькавае, відаць, да, і дрон, які ляціць па ім, пераадольвае роўна той самы супраціў, да? А вось што укладаецца ў вось гэтую паслугу, дастаўка дронам? Амартызацыя там, да, и все? Большей частью, да. Большая часть себестоимости доставки — это амортизация литий-полимерных батарей, которые используются в аппаратах. Современные батареи теряют примерно 20-30% емкости после 400-2000 циклов зарядки-разрядки. И это практически половина себестоимости. Хорошая новость заключается в том, что с популяризацией телефонов, с приходом электроавтомобилей, инвестиций в совершенствование литий-полимерных, вообще аккумуляторов, увеличились на порядке, и буквально с года на год уже появятся новые коммерческие образцы, чьи характеристики существенно лучше. Но даже с текущими батарейками себестоимость доставки дронов при достаточном количестве их использования ниже, чем себестоимость использования даже белорусских курьеров. Если же мы говорим про европейские страны, где стоимость оплаты труда существенно выше, различные налоги там присутствуют и так далее. Да просто ставка, конечно, да, за годину. Себестоимость остается прежней, как вы правильно сказали. Поветра одинаковые в разных странах. Но вот эта вот разница между тем, что компания платила раньше, и между тем, что она может платить сейчас, становится больше существенно. А такая праблема, як, скажем, вандалізм, яна закладаецца нейкім чынам у страты? Бо, напрыклад, не дроны, але той же самы калабайт, самакаты, да? Самакаты, ровары, вось гэты грамадскі пракат, да? Яны сутыкнуліся з праблемамі, якія мы ўсе ў прынцыпе памятаем, да? Ровары на дрэвах, свіслачы і гэтак далей. Што вы на гэты конт скажаце? Ці дрон не так проста дастаць? Совершенно верно. Але пры жаданні, мне здаецца, наш чалавек беларускі можа ўсё што заўгодна. Ну вот веревочка, есть там. Будет даже интересно не это очень умный посмотреть. человек начнет Про проблемы дергать. самокатов мы действительно очень хорошо знаем. Мы половину времени последних 2 года провели в Эстонии, дружим там с одной компанией, которая недавно их внедряла. Они, в отличие от других рыночных игроков, очень открыты касательно своих данных, поэтому все об этом мы знаем. Действительно, с дронами ситуация попроще. Мы разработали цикл доставки таким образом, чтобы дрон никогда не входил в пространство, где возможен контакт с человеком. То есть человеку оказаться ближе, чем на 10 метров к нашему дрону, проблематично. При всех формах выгрузки, что при доставке в частный сектор, что и при доставке в квартиры, которые, я надеюсь, мы в ближайшее время продемонстрируем. Что касается, то есть дрон прилетает, сам выгружает груз, сам улетает. Безусловно, мы подумали о вариантах, если кто-то поймает его за веревочку или он случайно за нее зацепится. Но здесь реализован очень простой механизм. Дрон просто ее отрезает. Себестоимость крючка 5 центов, себестоимость тросика, который, поверьте, на борту находится с большим запасом, еще меньше. Поэтому так просто наш дрон стащить нельзя. Есть, конечно, более высокотехнологические варианты. Да, можна угнаць дрон з дапамогай такого спецыяльнага ружжа. І гэтая зброя, яна якраз дэманстравалася, дарэчы, улетку. Гэта адно з ноу-хау беларускай абарончай прамысловасці, да, супрацьдронныя такі пушкі, відаць.
Не хочу хвастаться, но, скорее всего, с нашим аппаратом так не получится. Ох, не дражните Министерство обороны Республики Беларусь. Именно поэтому и не хочу. Но раз уж вы подняли тему, расскажу в 2 словах. Действительно, если мы посмотрим на массово производимые аппараты, в диапазоне от 1000 до 3, ну, может быть, там даже и меньше, по сути, их единственным способом позиционирования является сигнал GPS. Причем его точность достаточно невысокая, там десятки метров. И, безусловно, это является уязвимой частью этих аппаратов. Заглушить его или подделать, и, соответственно, с аппаратом можно... Заглушить сигнал управления, и, соответственно, с аппаратом можно делать что угодно. Наш аппарат использует множественные системы позиционирования, и GPS всего лишь один из них. Отключение GPS само по себе не приведет к неуправляемости аппарата. Не хочу рассказывать все моменты, дабы не подсказывать нашим будущим творческим людям, каким образом можно полакомиться пиццей бесплатно. Ну, просто назову один из них. Для примера это оптика. Наши дроны используют камеры. Во-первых, они дают сверхвысокую точность при посадке. Во-вторых, камера в связке с дальномером, мы используем лазерные дальномеры, работает примерно как мышка. Вот в мышке нет GPS, но тем не менее она знает все о своих перемещениях. Точно так же и аппарат. И если вдруг он попадает в ситуацию, когда GPS-сигнал пропадает, или по какой-то причине резко изменяется, ну то есть резко изменяет свои координаты, система перенастраивается и говорит, что в данный момент доверия к GPS у нас особого нету, полетим-ка мы пока по камере. Конечно, камера такой точности не обеспечит, но, условно говоря, пролететь пару километров и при этом не слишком сильно сбиться с пути вполне себе реализуемо. Ну, а к тому моменту, как дрон пролетит пару километров, вполне себе возможно, он выйдет из зоны хулигана, который пытается его заглушить. Это никоим образом не означает, что аппарат будет пытаться летать там, где ему не нужно. Мы как раз-таки очень плотно, ну, насколько это возможно, взаимодействуем с регуляторами всех стран, где мы планируем работу, и делаем все возможное, чтобы, что называется, нашей работой остались довольны. Да. А как вот вы работали с белорусским регулятором? То есть где у вас есть разрешение летать? Насколько плотно вы общались с Федерацией беспилотной авиации, например? Хороший вопрос. Мы в данный момент не являемся членом этой федерации, но, конечно, с Глебом знакомы и несколько раз встречались, и даже делились своим опытом взаимодействия с законодателями других стран, дабы какие-то успешные практики можно было пытаться и предлагать начинать в Беларуси. Глеб действительно оказал нам существенную поддержку. Примерно за 2 с лишним месяца до этого пилотного проекта мы встретились, обсудили все моменты, создали план действий и, собственно говоря, по этому плану действовали. Глеб проконсультировал нас, что писать в заявках, кому их подавать и так далее. И, собственно говоря, вот основываясь на его опыт и советы, мы и получили это разрешение. Разрешение в данный момент покрывает очень небольшую область. Больше, наверное, правильнее было бы говорить именно о тестировании, нежели о полноценных доставках. Хотя с точки зрения человека, которому повезло, и он в этой области живет, он ничем не ограничен, он может заказать еду из нескольких сотен ресторанов и получит ее домой. Вот. Ну, так это зараз и позиционируется, как тестование. Именно так оно и происходит, да. Конечно, мы не имеем возможности непосредственно дроном забрать еду из ресторана, поэтому те рестораны, которые не входят в эту маленькую зону, в них еду забирают либо курьер Минибай, либо наши сотрудники, в зависимости от зоны ответственности. Дальше уже еда доставляется к беспилотному аппарату, и аппарат уже непосредственно выгружает это конечному пользователю. То есть на финальном участке сейчас уже курьер не задействуется. У идеале загрузка отбывается непосредственно в ресторане. Да, на следующем этапе. Ну или, может быть, даже в ближайшее время с теми ресторанами, которые находятся в нашей зоне, мы создадим возможность, чтобы сотрудник ресторана самостоятельно осуществил загрузку. Як вы думаете, это трэба нейкі специально обученный супрацоўнік ресторана? Нет, это очень простой процесс. У вас специальный контейнер ведь, да? Да, значит, мы разработали огромное количество вариантов технологий. Были варианты, когда груз в стандартной упаковке помещается внутрь аппарата, и были варианты с подвесными контейнерами. Владимир, перед тем, як вы працягнеце, хочу сказать, что зараз у нас на радыё навіны, якія могуць паслухаць таксама інтэрнэт-слухачы. Гэта стартапніцы, не пераключайцеся, размову праз дроны працягнем праз 2 хвіліны. Єврорадіо. Новини – наша справа.
Вітаю, ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Другая частка хрысціянскага блокбастера Паўла Севярынца «Беларусалім» хутка з'явіцца ў продажы, кніга ўжо друкуецца, пра гэта абвясціў сам Павел. Ён будзе ў эфіры Еўрарадыё 15:05. Паслухаць гэты эфір можна па спасылцы, а таксама ў нашых соцсетках. ЗША дапаможа Беларусі уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла часовая павераная ў справах ЗША ў Беларусі Дженніфер Мур. Яна адзначыла, што ўступіць у СГА не вельмі проста, таму штаты вітаюць высілкі Беларусі на гэтым шляху. На думку часовай паверанай, уступленне ў СГА можа падштурхнуць і ўнутраныя рэформы ў Беларусі. Суд над былым архітэктарам Мінска Паўлам Лучыновічам адклалі праз ягоную хваробу. У заводскім судзе Мінска распачаўся працэс над былым галоўным архітэктарам і прадпрымальніцай Нонай Грышынай. Следства вінаваціць, што ў сакавіку 2019-го Грышына перадала Лучыновічу хабар у $4000, а з ім пляшку рому, гарбату, спецыі і прыправы. Аднак судзяць пакуль толькі прадпрымальніцу, бо сам спадар Лучыновіч з 2 верасня ў 5-й клініцы ў аддзяленні гнойнай хірургіі пасля аперацыі сур'ёзнай хвароба, якая адняла ягоныя ногі. Абаронцы Лучыновіча і хадайнічалі пра перанос працэсу. Удзельнікі працэсу пагадзіліся, уключаючы абвінаваўчы бок. Ужо ў гэтую нядзелю ў нас ізноў пацяплее. У нядзелю будзе да 15 градусаў цяпла, а ў суботу 2 лістапада ўсё яшчэ халаднавата. Уначы -3 + 2, у дзень 3-9 градусаў цяпла, пераважна без ападкаў, але з вялікімі туманамі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, праграма пра інавацыйныя бізнесы ў Беларусі. У нас у гасцях Владзімір Давыдаў, фаундер стартапа Dronex. Прывітанне яшчэ раз, Владзімір. Яшчэ раз прывітанне. І Юлія Нехай. Дарэчы, Юлія, наколькі я ведаю, ужо змяніла месца працы, ці прынамсі пакінула, і цяпер прадстаўляць цябе рэдактаркай bel.biz ужо сэнсу не мае. А як варта? Ты не задумвалася пра гэта? Я задумалась, но пока еще не придумала. Добра, яшчэ будзе шмат праграм. Стартап-энтузіастам, сейчас это модно. І вядучая праграмы стартапніца на Еўрарадыё. Вяртаемся да тэмы дронаў. Гэта было лірычнае адступленне. Мы скончылі размову на тым, ці складана загрузіць ежу ў дрон і адправіць яго да кліента. Владзімір сказаў, што не складана, таму што ёсць адмысловыя кантэйнеры, і тут вот мы яго і перарвалі. Пынілі. Ну, дарэчы, відаць, над гэтымі кантэйнерамі вы нейкім чынам адмыслова працавалі, ці падгледзелі недзе ідэю, я не ведаю, як вось гэта адбывалася. Кто-то у кого-то подсмотрел, да. Так, ладно, распавядзіце, як вы прыйшлі вось менавіта да такой формы? Там такая пирамидка, наколькі я бачу па фотоздымках, да? Давайте я закончу ответ на предыдущий вопрос. Значит, цикл обучения ресторана занимает примерно 10 секунд. У нас даже записан этот материал на видео. Нужно положить еду в контейнер, закрыть его. Опять же, этот процесс занимает секунд 5. И дальше просто контейнер вешается на крючок. После этого... пицца? Что? Она же большая, другая по габариту. Вот, кстати, Или королевская пицца. Демонстрационном вот видео, кстати, мы доставили 3 пиццы в контейнере. Ну, безусловно, огромная круглая пицца не поместится. Но если уж все так любят пиццу, их бывает и квадратными нарезают, и закрытыми делают. Собственно говоря, повторюсь, мы как раз в демонстрационном видео доставили 3 закрытых пиццы, и в этом же контейнере доставляли открытую пиццу, но квадратную, прямоугольной формы. Вот. По поводу формы контейнера, да. На самом деле вариантов, каким образом дрон взаимодействует с грузом, ну, мы проверили, наверное, штук 8. Один из них — это внешний контейнер. Чем хорош внешний контейнер? Тем, что можно быстро изменить габариты груза, не изменяя весь аппарат. Это здорово. Например, для еды контейнер, который мы используем, оптимальный. В него вмещается, можно запихнуть килограмма 4, на самом деле. И дрон поднимет, да? Вот, да. Ну, наши аппараты до 3 килограммов рассчитаны. Хотя, если лететь недалеко, наверное, можно было бы 4 вставить. Но мы не позволяем этого делать. Если, например, завтра встанет задача доставить одежду, например, куртку зимнюю. Куртка зимняя — это не тяжелая, но объемная. И мы можем взять этот контейнер и пропорционально его увеличить, и человек получит домой одежду. Вот. И, например, человеку можно привезти 2 куртки, он одну померяет,
и оставит, а вторую положит обратно в контейнер, и дрон вернет его на склад. То есть это можно делать. И, повторюсь, внешняя подвеска как раз позволяет формы изменять, и габариты. Что касается формы, у нас 4 аппарата, и 3 из них — это самолеты. Какие-то с вертикальным взлетом, какие-то без. Они достаточно быстро летят, и когда контейнер находится в быстром воздушном потоке, важно обеспечить его обтекаемость. Что, собственно говоря, этот контейнер обеспечивает? У него заостренный нос и заостренный хвост. Когда этот же контейнер перевозится аппаратом вертолетного типа, линейная скорость не такая большая, и это не столь принципиально. Но мы же не станем для каждого дрона отдельный контейнер разрабатывать, поэтому сделали вот такое универсальное решение. Кстати, экологичное. Картон и дерево. Якая, до речі, Такого хуткасць? пластика. Якая прикладна хотя б? Значит, Или гэта не секрет? Никаких секретов. Повторюсь, у нас 4 аппарата. В Беларуси в данный момент по законодательству можно использовать только один. С начала этого года ввели сертификацию аппаратов тяжелее 7 килограммов. Соответственно, легче 7 килограммов остался только один. Его скорость примерно 50 километров в час, максимальная дальность порядка 20 километров. Поскольку зона полетов у нас сейчас небольшая, мы используем только треть батарейки, которые изначально запланировали. Ну, заодно и дрон становится еще легче. Уточни еще, пожалуйста, где все-таки летает дрон, кому сейчас повезло очень, и каковы перспективы увеличения этой территории? Ага, значит, ну, я наизусть GPS-координаты не помню, но это небольшой участок сельхозпоселка в Зеленом Лугу. В него входит несколько высотных домов. Мы специально так сделали, чтобы была возможность демонстрации доставки в квартиры. И, соответственно, частный сектор, то есть 1-2, там, наверное, максимум 3-этажные дома частные, в которые мы, собственно говоря, с Медбай первым делом мы продемонстрировали доставку, и это видео разошлось по Тутбай и другие издания. Его показали. Кстати, парень на видео, я читал комментарии, некоторые обвиняют, что он не очень хороший актер, он не актер, он настоящий клиент. То есть этот настоящий клиент получил заказ, мы посмотрели, это было техническое видео, мы для себя его записывали. Нам понравилось, парень колоритный, такой симпатичный, похож на свою аудиторию, и мы с ним потом связались, и предложили, давайте мы сейчас запишем начало этого, ну, как бы вы, как будто вы заказываете его, и вставили его в видео. Поэтому вот прошу комментаторов не быть слишком строгими. Парень впервые в жизни снимался в таком ролике, считаю, что получилось замечательно. Каковы перспективы увеличения размеров вот этой территории, на которой может летать дрон? Потому что просто вот владельцы дронов, например, по-моему, летом или весной, была проблема даже то, что ты не можешь снимать над Лошадским парком. Это была закрытая территория для полетов. То есть как вот вообще этот вопрос вот урегулирования? Потому что очевидно, что, допустим, если человек находится на Карла Маркса, может ли он получить вот груз? Наколькі я ведаю, ёсць карта закрытых для палётаў тэрыторый. Ну, безусловно. В прынцыпе, прадугледзець гэта даволі проста. Ну, это вопрос Будуць про зоны, з якіх перспективы развития замовіць вашего піцу, сервиса. раз уж мы все про пиццу, да, будзе немагчыма. Так? Ну, краткий яны ответ ёсць. на ваш вопрос. Перспектива целиком и полностью зависит от законодателей. То, что мы не летаем над запретными зонами, это, к сожалению, еще не все. Даже если мы летаем в открытой зоне, коей, кстати, является зона наших тестовых полетов, мы все равно должны получать разрешение. Министерство обороны должно дать разрешение. То есть выделить окно и сказать, что вот в эти промежутки времени вы имеете право летать. Особенно это касается аппаратов, которые используют камеру, потому что на аэрофотосъемку и на использование этих материалов нужно еще отдельное разрешение. Вот. Мы решили действовать последовательно. Мы выбрали маленькую территорию, покажем, что все замечательно работает и люди довольны, и, основываясь на этом опыте, попросим о разрешении этой зоны. Если нам эту зону расширит, мы с удовольствием будем обслуживать и большую часть Минска, потому что, на самом деле, закрытых территорий не так много. И еще с большим удовольствием пригород Минска. Вот. То есть мы здесь целиком и полностью зависим от законодателей, но общий тренд в Беларуси, он позитивный. И все те правила, которые сейчас внедряют, даже которые на первый взгляд вроде как немножко осложняют жизнь любителям, все они имеют под собой основания, и с большей частью мы на самом деле согласны. И это хорошо, когда есть правила. Это создает иллюзию того, что ситуация усложняется, но на самом деле наоборот. Когда есть правила, ты понимаешь, какой процесс ты должен пройти, чтобы получить результат. И это в целом здорово. Сколько, получается, уже произошло полетов за эти пару дней, и насколько увеличился средний чек, либо количество заказов у Медбай? Попиарим немножко их.
Так, значит, опять вы меня спрашиваете про данные нашего контрагента. Самое цікаве. Думаете, я не заметил? Извините. Пригласите лучше их как-нибудь на Еврорадио, они, я думаю, с удовольствием дадут интервью. Значит, данные контрагента, к сожалению, рассказывать не могу. И я подозреваю, что количество полетов тоже к ним относится. Ну, шмат. По сравнению с тем количеством полетов, что мы сделали, пока тестировали эту технологию, пренебрежительно мало. Но с учетом того, что сейчас каждый полет — это коммерческая доставка еды в Белоруссии, каждый такой полет на вес золота, поэтому мы довольны. Каждый полет — это А есть прорыв. какие-то лимиты вот по температурному режиму, например? Ага, очень хороший вопрос, замечательный вопрос. Зима близко. Зима, Ну да. на самом деле, уже было пару дней зимы. В наших аппаратах есть два элемента, которые крайне чувствительны к температуре. Батарея? Во-первых, как и все дроны, это батарейка. При минусовых температурах замерзает электролит, батарейка превращается в кусок кирпича, который не выдает электричество. Если это произойдет во время полета, Ну да. да, соответственно, используется система подогрева. Причем система подогрева умного. Перегреть тоже нельзя. То есть нужно отслеживать температуру и очень четко под нее подстраиваться. Второй момент, который чувствительный к минусовым температурам, это непосредственно наша полезная нагрузка. Гамбургеры тоже охлаждаются, с неба в этот момент не падают, но есть их становится не так приятно. Мы отчасти специально выбрали такой промежуток, потому что помимо пиара мы еще тестируем технологию. И в случае, если она себя грамотно зарекомендует, мы имеем возможность масштабировать ее в ряд стран. Меню BAE сейчас работает в 4 странах. Это не коммерческая информация, она всем Ну известна. да, она известна. Так вот, выбор времени, он позволил нам осуществить ряд доставок в теплое время, когда еде не нужен был подогрев. И сейчас вернуться к этому моменту, в том числе и при минусовых температурах. У нас есть несколько решений. Ну, помимо того, что у нас теплоизолируемый контейнер, гофрокартон, в принципе, обладает определенной теплоизоляцией, и рекордно низкое время доставки, мы сейчас еще работаем над технологией активного подогрева. Есть очень интересное решение, может быть, даже будем подавать патентные заявки. Не могу сказать, что сейчас оно уже прямо готово к использованию, но мы вот донастраиваем его в ближайшее время, и я думаю, где-то с середины ноября протестируем еще и вот этот элемент. Будет очень интересно. Ну, у прынцыпе, хуткасцю 50 кіламетраў за гадзіну дазваляе дасягнуць, ну, калі ў цэнтры базіравацца, любой кропкі Мінска. Ну, если можно летать. Да, В цэнтры. калі можна. Не, ну, там няма такого кола, за якой ты не вылеціш. Ты Да. мусіш абмінаць закрытыя зоны, Да-да-да. але тым не менш, там крукі невялікія. У прынцыпе, хвілінаў за 20 можна ў любой кропкі Мінска апынуцца, але тут пытанне... Ну, то бок за 20 хвілінаў, мне здаецца, піца ў тэрмаізаляцыйным кантэйнеры не застывае. Так што гэта пытанне вырашаецца больш-менш. У мяне іншае пытанне. Вось вы сказалі, што дрон да чалавека не падлетае на адлегласць у 10 метраў. Да? Так, да. А да таго, хто замаўляе гэтую ежу, ён з ім непасрэдна кантактуе ўсё ж таки? Нет. Если вы посмотрите видео, которое мы выложили, вот, в частности, на Тутбае, ситуация выглядела следующим образом. Дрон прилетел, на высоте 10 метров завис, на тросе спустил груз, отцепил его сам, без участия человека, и улетел. И уже после того, как дрон улетел, человек подходит, спокойно берет контейнер. Але тут была такая ситуация, что это все адбывалася на вачах у кліента. А як гэта пракантраляваць? Ці ёсць кліент зараз побач з тым месцам, куды была замоўленая дастаўка? Тут вось магчыма, што на зямлі груз сустрэне нехта іншы. Ці некія ёсць рашэнні для этого? Ну, безусловно, технические такие возможности есть. И сейчас мы этого, конечно, не делаем. Ну, в нашем случае ситуация решается очень просто. Человек оповещается, через минуту груз уже на месте. То есть, соответственно, он в курсе процессов. Груз высаживается на частной территории. То есть каждый частный дом в нашей стране имеет забор. То есть если правонарушитель готов нарушить закон, перелезть забор ради того, чтобы украсть пиццу. Да. Конечно, частная территория. То есть дрон способен высадить груз на участок метр на метр. А что даже не робіць обязательно, са шматкватэрнымі дамамі? что будет с многоквартирными домами, я надеюсь, мы продемонстрируем в ближайшее время. Окей. Да. Практика интервью в Беларуси научила меня сначала показывать, а потом рассказывать. В противном случае
узнаю о себе много того, чего не знал никогда. Ну, ось мені ще такое пытанне. Вы на самом пачатку інтэрв'ю згадалі пра тое, што ад пачатку ідэя базавалася на дастаўцы тавараў з інтэрнэт-крамаў. Так. Але ва ўсім свеце, у прынцыпе, для дастаўкі тавараў з інтэрнэт-крамаў ва ўсім свеце, але не ў Беларусі, выкарыстоўваюцца такія скрыні адмысловыя, якімі нейкім чынам раўнамерна пакрытая тэрыторыя горада, ну, напрыклад, Лондона, да? Пачтамат І людзі, называецца. да, і людзі ў гэтыя пачтаматы, яны замаўляюць для сябе тавары. І ў нас тут у студыі недзе 2 месяцы таму быў праект, які ўжо, ў прынцыпе, пралічыў, колькі каштуе накрыць паштаматамі Мінск. Правда, атрымалася вельмі шмат. Мне здаецца, што называлася сума каля $2 мільёнаў. Ты не памятаеш? Не помню. Да? Я памятаю, да? Вось. І, в прынцыпе, у працэсе пошука інвестыцый быў гэты праект. Калі у іх ўсё атрымаецца, і яны накрыюць горад паштаматамі. Наколькі істотна яны скароцяць ваш рынок і, магчыма, паставіць праект пад удар? Ты знаешь, вот тот конкретный проект не поставит Владимира на колени. Так, але дастаўку тавару. Ага, ты прыгадала. Ты прыгадала твой проект. Владимира не поставит он на колени. Магчыма, там з гледзяшча інавацыйных тэхналогій праекты не вельмі, але з гледзяшча ўпартасці і мэтанакіраванасці там усё добра. Так что... Не будем принижать других стартаперов. Окей, не будем. Смотрите, значит, действительно, почтомат является одним из каналов доставки. И, кстати, еды в том числе, скажу вам по секрету. Более того, мы общаемся с несколькими производителями почтоматов. Это компании-единороги, ну, в основном из Евросоюза. И прорабатываем в том числе и вариант доставки дроном товаров в почтомат. Конечно. Ну, а в целом, если смотреть на текущий момент долю рынка, все-таки большую часть доставок доставляют курьеры непосредственно до дома. Ну, согласитесь, что вам комфортнее? Дома, сидя в тапочках, протянуть руку и получить посылку? Или одеваться, собираться, ехать куда-то? Почтомат же, скорее всего, не рядом с вашим домом будет. Хотя и такая возможность встречается. Да. Іншим не. Совершенно верно. Поэтому эти каналы сосуществуют и будут сосуществовать еще длительное время. И те технологии, которые мы разрабатываем, они великолепно расширяют возможности и первого, и курьерской, и почтоматной каналов доставки. Гэта выдатна. То бок нават пры дастаўцы ў паштаматы вы можете заняць нішу як бы логістычную транспартную, да? То бок паштамат будзе прымаць тавар, дастаўлены дроном. Я про гэта не подумал. Безусловно. То есть какой-то, например, почтомат в пригороде, и логистическая компания обращает внимание, что, например, в этот почтомат у нее 20 посылок, а в этот одна, и ехать 20 километров. И выгоднее, чтобы этот 20 километров пролетел дрон, а не огромный грузовик 20-тонный с человеком, который за все это время получит заработную плату. Юлія, ці шмат засталося пытанняў? Насамрэч, у нас засталося абсалютна не шмат часу такога легальнага, але мы можам выйсці з радыёэфіра і працягнуць гэтую размову. А можам, у прынцыпе, пакінуць нейкую інтрыгу, завяршыць нашу праграму ў той час, у які яна завяршаецца звычайна, то бок зараз, да? Адправіць усіх ахвочых у каментарыі і ў зялёны луг. Да. Я знайшоў коаардынаты, дарэчы, абсалютна это не складана зрабіць. Я іх не называю, таму што яны нікога, гэтыя наборы лічбаў нікому нічога не скажуць зараз, да? Вось, але это не складана зрабіць. А можна просто зайсці туды ўнутр этого кластера і замовіць што-небудзь, да? Сейчас процедура заказа выглядит так. И адрес все ж таки потребен. Нужно указать адрес, и дрон доставит на этот адрес. И более того, чтобы служба меню знала, что человек ожидает именно заказ дроном, нужно ввести специальный промокод. Это такая форма коммуникации. И сейчас этот промокод не все знают, опять же, для того, чтобы мы могли планомерно наращивать аудиторию, а не получить 250 тысяч заказов на наши 2 дрона в 1 секунду. Вот. Я-то хотел зараз запытаться промокод. Поэтому, да, сделать это не так просто. Мы один раз выкрутились, это было непросто, кстати, и организовали возможность для журналиста, который не живет в этой зоне, сделать такой заказ. Но это был прям сложный процесс, и я не уверен, что мне хочется повторять его. Карацей, усе, у кого есть сябры ў зялёным лугу с промокодами, танцуйте, и уже зараз идите
спрычыніцца да той будучыні, якая паступова ўсё ж таки прыходзіць у Беларусь. Только в интернет промокоды не выкладывайте, пожалейте І нас. калі ласка, не выкладайце промокоды ў інтэрнэт. А мы завершаем стартапніцу. Сёння ў нашых гасцях быў Владзімир Давыдаў, фаундер стартапа Dronex, які дазваляе пакуль што ежу па Мінску, але тэарэтычна у плане бізнеса і ў плане маштабавання можа дастаўляць усё, што заўгодна і дзе заўгодна. Дзякуй, Владзімир, за тое, што прыйшлі да нас. Да пабачэння. Дзякуй, да пабачання. Юлія таксама Пабачэння. да пабачэння. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.